прениях гособвинителя Кудайбергенова указала, что решение экономического суда Жамбылской области о взыскании денежных средств с горбольницы в пользу ТО Кайрат СК Курылыс подделала Шаушенова. При этом последняя якобы изготовила эти решения на своем рабочем компьютере в рабочем кабинете. Однако, уважаемый суд, прокурор, указав на эти обстоятельства дела, не представил суду неопровержимые доказательства к данному суждению. В ходе досудебного расследования автор подделки, уважаемый суд, судебных актов не был установлен. Тем более не подтвержден факт их изготовления на рабочем компьютере Шаушеновой. Нет ни одного, уважаемый суд, исследования специалиста, эксперта по данному факту. При этом ссылки на показания подсудимых, уважаемый суд, здесь неуместны, поскольку обвинительный приговор не может строиться на показаниях подсудимых. Должна быть совокупность доказательств, а совокупность доказательств данного обвинения прокурором не приведена. В прениях прокурор обязан предоставить суду четкую совокупность доказательств вместо голословных суждений. В своей речи прокурор не привел ни одного свидетеля к факту подделки судебных актов непосредственно Шаушеновой, тем более на своем рабочем компьютере. Доказательством этому обстоятельству выглядело следующим образом. Констатирую выступление прокурора. В ходе главного судебного разбирательства подтвержден факт подделки Шаушеновой судебных актов на рабочем компьютере горбольницы. И все на этом. Как хочешь, так и понимай. Это доказательство на предмет объективности, относимости, достаточности. Указано стало возможным, так как это обвинение прокурор позаимствовал у следователя, составившего обвинительный акт. Но дело в том, что орган следствия в обвинительном акте может указать что угодно. Как говорится, бумага все стерпит. Но это не свойственно гособвинителю, который должен подкрепить свои доводы серией весомых, четких, аргументированных, основанных на нормах права доказательствах. В настоящее время прокурор почему-то не утруждает себя составлением профессиональных выступлений в судебных прениях, так как полагает эту важную судебную часть разбирательства формальной, так как суд все равно будет на стороне органов следствия и прокуратуры. И поэтому нет необходимости представлять какие-либо доказательства, как того требует закон. Достаточно просто прочитать выдержки из обвинительного акта. Но прежде чем выступить в прениях, гособвинитель обязан задуматься, проанализировать, как это указано в должностной их инструкции, что нашло в подтверждение в главном судебном разбирательстве из фантазии органов следствия, включенного в обвинительный акт, а что вообще не нашло подтверждения. И исходя из этого представлять потом суду доказательства. Но нет, прокурор, явно видя, что обвинение не находит своего подтверждения, доказательств не имеется, все равно фанатично поддерживает следователей. Без представления суду доказательств гособвинитель утверждает в прениях о том, что Шаушенова вовлекла в преступную деятельность уважаемого суда Досолянова. Из чего построен этот аргумент, остается неясным. В свою очередь, свидетель Досолянова, пользуясь своими процессуальными правами в суде, отказалась давать показания, ссылаясь на требования статьи 78 части 3 Уголовного процессуального кодекса. И тем самым данные высказывания прокурора в прениях указанный свидетель обвинения не подтвердила. При этом, согласно пункту 13 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан о некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам, при отказе свидетеля о даче показаний в суде в силу части 3 статьи 78 Уголовного процессуального кодекса, показания, данные им в ходе досудебного расследования, не могут быть оглашены и признаны в качестве доказательств. В связи с требованием данного закона в суде показания Досоляновой, данные ей в ходе досудебного производства, не оглашались, и поэтому они не могут быть использованы в качестве доказательств. Однако при отсутствии прямых четких доказательств прокурор в тезисах судебных прениях указала, что Досолянова вовлечена в преступную деятельность Шаушеновой, Светы Гемрановой. При этом не было приведено ни одного доказательства этим выводом. Гособвинителям, то есть, уважаемый суд, у нас Досолянова в суде не была допрошена в силу закона, и она не подтвердила факт того, что ее вовлекла в преступную деятельность Шаушенова. Но прокурор, замечание дела, она все равно ссылалась на ее показания и строила из этих показаний, что она была вовлечена. А эти показания, по сути, они не могут служить доказательством в силу закона, поскольку они аннулированы, если так вкратце изложить. Гособвинителям также голословно в прениях произведено, что Шаушенова Света Гемранова дала указание своему сыну Досолянову Нурмухамбетову обналичить поступившие ему денежные средства и передать ей. Однако свидетель Досолянов Нурмухамбет, пользуясь своими процессуальными правами, отказался в суде давать показания, ссылаясь на требования статьи 78 части 3, а при этом, согласно пункту 13 нормативного постановления Верховного Суда о некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам, при отказе свидетеля о даче показаний в силу части 3 статьи 78 показания, данные в ходе досудебного расследования, не могут быть оглашены и признаны в качестве доказательств. Таким образом, свидетель Досолянов не подтвердил версию гособвинителя в суде. Прокурор в нарушении закона строила свои доказательства, уважаемый суд, опять-таки, на показания Досолянова, которые не были исследованы в суде, не оглашались, но для прокурора уголовно-процессуальный закон и озвученные мною требования нормативного постановления Верховного
суда ничего не значит. В свою очередь, гособвинение не располагает неопровержимыми доказательствами того, что Досолянов получил, обналичил денежные средства и передал Шаушеновой. Доказательства передачи денежных средств Досолянова Нурмухаметова непосредственно Шаушеновой государственным обвинением суду не представлены. Кроме того, гособвинитель в прениях привел доводы, что свидетели Шанаов и Гарипулин якобы по указанию Шаушеновой обналичили денежные средства, поступившие им на счет, и передали подсудимой Шаушеновой, что является недостоверным, уважаемый суд. Данные свидетели не указывали в суде на Шаушенову Свету Гимрановну и не говорили о наличии ее указаний об обналичивании денежных средств и передаче ей. Данные свидетели показали, что обналичили денежные средства по просьбе Шаушеновой Айман. В свою очередь, Шаушенова Айман, пользуясь своими процессуальными правами, предусмотренными статьей 78 часть 3 Уголовного процессуального кодекса, отказалась в суде давать показания. А в силу пункта 13 нормативного постановления Верховного суда о некоторых вопросах оценки доказательств, ее показания не могут быть оглашены в суде и не могут быть использованы в качестве доказательств. Поэтому остается неясным, с чего гособвинитель решил, что указанные свидетели обналичили денежные средства по указанию Шаушеновой Светы Гимрановны и передали их ей. Ведь показания свидетелей Шаушеновой не были оглашены в суде в силу закона, и они не могут использоваться в качестве доказательств. Прокурор, получается, домыслила показания свидетелей Шанау и Гарипулина, но эти показания указывают только на Шаушенову Айман, и далее ничего нет для простора, как говорится, обвинения. В связи с чем у прокурора не имеется доказательств того, что Шаушенова Айман получила денежные средства от указанных свидетелей, от Гарипулина и Шанаова, и передала их в дальнейшем Шаушеновой Свете Германовне. В том числе, что сама Шаушенова Айман обналичивала эти денежные средства и передавала Шаушеновой. В данном случае у гособвинителя, уважаемый суд, образовалась невосполнимая брешь в доказательной базе. То есть у них есть показания неполные. Одни свидетели говорят, что передали третьему, а показания третьего свидетеля отсутствуют. Поэтому прокурор домысливает и говорит все равно, что Шаушенова деньги получила. Кроме того, свидетели Шанаов, уважаемый суд, и Гарипулин, свидетельствовали здесь в суде о применении в отношении них антикоррупционной службы недозволенных методов следствия, и что показания ими давались под принуждением и угрозами. Однако, судом вопрос о проведении проверки в части применения органов следствия недозволенных методов следствия в отношении данных свидетелей не разрешался, в связи с чем факт достоверности их показаний остается открытым. Факт их принуждения к даче показаний не опровергнут гособвинителем. При этом данные свидетели в суде показали, что угрозы применялись к ним одновременно. Гарипулин прям в суде четко сказал, что он заступался за отца, потому что антикоррупционная служба напала на его отца, когда они находились вместе в здании антикоррупционной службы. Не подтверждены тезисы прений прокурора о том, что Досолянов Булат, Алжабаева, Раушан по указанию Шаушеновой якобы обналичили поступившие им денежные средства и передали Шаушеновой. Данные свидетели в силу требований статьи 78 части 3 отказались в суде давать показания. А согласно пункту 13 нормативного постановления Верховного суда некоторых вопросов оценки доказательств по уголовным делам, эти показания не могут быть оглашены в суде и не могут быть использованы в качестве доказательств. В свою очередь, без показаний свидетелей прокурор не может голословно утверждать о наличии этому обвинению уважаемый суд доказательств. Следует отметить, что в судебных прениях прокурор не имеет правовых оснований ссылаться на доказательства, которые не были исследованы в суде. Перед судебными прениями прокурор был предупрежден об этом судом, уважаемый суд. Однако речь прокурора все равно основывалась только на доказательствах, которые не были исследованы в суде. Прокурор, зачитав прения, скопированные с обвинительного акта, ссылаясь на доказательства в виде показаний свидетелей Досолянова, Нурмухамета Досолянова, Булат Алжабаева, Раушан, Досолянов, Шаушенова Айман, данные в стадии досудебного производства, при том, что в силу закона их показания в суде не оглашались, и данные свидетели не были допрошены в суде. Уважаемый суд, с одной стороны, я прокурора могу понять. Она ссылается на эти показания, да, в нарушение закона. Почему? Потому что есть у нас требования нормативного постановления Верховного суда о некоторых вопросах, да, по уголовным делам о хищениях, где хищение у нас считается окончено с момента, когда человек получил возможность, да, пользоваться, распоряжаться денежными средствами. А у нас в нашем случае, у нас только есть аудиты, которые говорят, экспертизы все, что денежные средства были переведены от точки А в точку Б, то есть от горбольницы в ТО Кайрат СК Куровец. Но в дальнейшем нужны же показания свидетелей. Кто директор, да, в этом ТО, кто деньги эти снимал, куда он их потом делал, да? И цепочка должна это продолжаться. Ведь аудиторы не могут же сказать, кто эти деньги получил в конце. Поэтому гособвинитель, понимая это, она нарушение закона, она шла на это. Почему? Потому что нет других показаний. А именно в этих показаниях и вот эта цепочка вся выстраивалась. Поэтому прокурор таким образом и в прениях выступала в нарушение закона.
Далее прокурор в прениях указал, что свидетели, работники бухгалтерии Асыкбаева и Бейбутова по указанию Шаушеновой внесли незаконно в программу 1С бухгалтерия недостоверные сведения в целях сокрыть следы преступления, а именно они заменили в данной программе бенефициара, получателя денежных средств, убрали ТО Кайрат СК КУРЛС и включили туда СК Фармация. Утверждая на данное обстоятельство дела, остается неясным, уважаемый суд, какими доказательствами прокурор руководствуется. Ведь, приводя подобные аргументы, прокурор не ссылается на источник своей осведомленности, не ссылается на конкретные доказательства и на показания свидетелей, на документы какие-то, там, экспертизы, там, еще что-либо. В свою очередь, уважаемый суд, свидетели со стороны обвинения Асыкбаева и Бейбутова были допрошены в суде здесь. И они опровергли доводы прокурора. Уважаемый суд, данные свидетели показали, что никакой корректировки они по указанию Шаушенова в программу 1С бухгалтерии не производили. Указания от Шаушеновой о необходимости их проведения не получали. Они вообще в отказ пошли. Мы, говорит, эти корректировки не вносили. И у нас остался вопрос открытым вообще, а кто их вообще вносил тогда? По обвинительному акту именно Бейбутова вносила. Вы имеете в виду вот эти 62 миллиона, которые... Нет, все вот эти перечисления, получается, они с первого, по версии органа следствия, они в 1С бухгалтерии изначально нормально поставили, что получателем денег был Кайрат СК КУРЛС. Но потом, чтобы скрыть от проверяющих, там, финконтроллеры, все приходят, они в 1С бухгалтерии поменяли бенефициара. Чтобы сокрыть. Да. И, да, и эту роль следователи... Я не знаю, как так получилось. Здесь мы в суде же не выясняли у них. В ходе досудебного производства они, может быть, с испугу, я не знаю, они на себя эту роль возложили, но здесь в суде они отказались. Но у нас в силу закона прокурор должен был уже выяснять, почему, да, вот тогда несостыковка в их показаниях. Огласить их показания, почему вы следователю так говорили, да, а в суде вы отказываетесь. Ну, прокурор этого же не сделал. Но когда представлял доказательства, он начал говорить, что Асыкбаева и Бейбутова этого сделали. Но в суде эти противоречия не были устранены, уважаемый суд. А закон это требует. Мы видели это свидетели обвинения были, прокурор у них выяснял, ну, мы не стали на это как бы акцентировать внимание, ну, раз они отрицают, нам лучше. Правильно же? Зачем нам делать работу прокурора? А прокурор эти противоречия вообще не устранял. Я сам удивился, я думал, Бейбутова, Асыкбаева, что вследствие говорили, как стихотворение, так придут в суде расскажут. А в суде они отказались от этого. Никто не выяснял этого. Данные свидетели показали, что никакой корректировки они по указанию Шаушеновой в программе 1С бухгалтерии не производили, указания от Шаушеновой вообще не получали. Прокурор привела в качестве доказательства вины подсудимых заявление бывшего главного врача Абильдаева, который в свою очередь был уведен от уголовной ответственности органов следствия совместно с прокуратурой области. Однако данное заявление Абильдаева не может служить доказательством, тем более бесспорным, вины Шаушеновой и Достаевой. Данное заявление, уважаемый суд, было исследовано в суде, и все здесь это помнят. По моей инициативе. По результатам исследования, уважаемый суд, было установлено, что данное заявление без даты относительно его изготовления. Заявление Абильдаева не было зарегистрировано в книге учета заявлений органа следствия, так называемый КУИ, а также не было внесено в ЕРДР, не приобщено к нему. Просто заявление лежит в материалах уголовного дела, я это выяснял. Абильдаев ответил, я не знаю, почему она не зарегистрирована, не знаю, почему даты нет, он ничего не знал. При этом данное заявление не служило, уважаемый суд, поводом для регистрации факта хищения бюджетных средств в ЕРДР. То есть Абильдаев утверждал в суде, если вы помните, что по его заявлению было возбуждено уголовное дело, но он слукавил. Дело было возбуждено по рапорту Асанова, не по заявлению Абильдаева. А когда Абильдаев заявление написал, осталось открытым. Ни даты, ни регистрации, вообще ничего нету. Я понимаю, если он дату не поставил в заявление, но они штампик ставят свой КУИ, заносят когда-либо, либо во входящую регистрацию дату ставят. А это заявление вообще не зарегистрировано. Получается, они его задним числом как-то взяли, а потом просто вложили. Но оно без регистрации. Но прокурор сослался как на доказательство. Допрошенный судья Абильдаев показал, что не может сообщить суду дату под написание данного заявления и не смог ответить, почему оно не прошло установленную регистрацию в правоохранительном органе. Это все я у него выяснял, показывая это заявление. Кроме того, данный свидетель показал, что не обращался с заявлением к органу следствия, как это предусмотрено в статье 36 Уголовно-процессуального кодекса, с заявлением о прекращении в отношении него уголовного преследования по статье 371, то есть по халатности, по нереабилитирующим основаниям, а именно за истечением сроков давности. Об этом также свидетельствует, уважаемый суд, факт отсутствия такого заявления в материалах уголовного дела. В деле отсутствует также разъяснение подозреваемому о последствиях прекращения уголовного
преследования по нереабилитирующим основаниям. Данное процессуальное решение о прекращении уголовного преследования в отношении Абильдаева по статье 371 вынесено в нарушение требований статьи 35 Уголовного процессуального кодекса без его согласия на принятие подобного решения. На данные грубейшие нарушения закона, уважаемый суд, я в ходе главного судебного разбирательства неоднократно обращал внимание. Но имеются и другие грубейшие нарушения, доведенные до суда. Согласно статье 35, часть 4 Уголовного процессуального кодекса, прекращение уголовного дела по основаниям, указанных в пунктах 3, 4 и 11 части 1 настоящей статьи, не допускается, если лицо, на которого заявитель прямо указывает как на лицо, совершившее уголовное правонарушение, либо свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый, обвиняемый, а также подсудимый или его законные представители, против этого возражают. В нашем случае против такого прекращения в отношении Абильдаева возражали подсудимые, говоря о том, что он являлся организатором преступления. А в свою очередь Абильдаев не обращался с заявлением к органу следствия, чтобы в отношении него прекратили по халатности. А орган следствия, получается, как говорится, в отсутствии жениха, да, свадьбу сделали. Заявление от него не получили, но прекратили. В этом случае производство по делу, уважаемый суд, продолжается, если против этого возражает подсудимый. И завершается при наличии к тому основания постановлением обвинительного приговора с освобождением лица от наказания либо уголовной ответственности. То есть, уважаемый суд, орган следствия по халатности не должен был принимать решение о прекращении. Он должен был все-таки Абильдаева также предать суду, но по статье 371. И только суд своим приговором мог освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Но сами они не могли прекращать это дело. В свою очередь, подозреваемые обвиняемые Шаушенова и Достаева против этого возражали и указывали на Абильдаева в ходе досудебного производства как на организатора уголовного правонарушения. Однако в нарушении требований закона антикоррупционная служба прекратила уголовное преследование в отношении Абильдаева, и тем самым последний не был предан суду и уведен от уголовной ответственности. Выше приведенный закон запрещал органу следствия принимать постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Абильдаева, так как против этого возражали Шаушенова и Достаева. Поэтому Абильдаев должен быть предан суду по статье 371, и только суд потом мог вынести итоговое решение по судьбе Абильдаева. При этом сам Абильдаев, как я говорил ранее, не обращался к органу следствия о прекращении в отношении уголовного преследования по статье 371. То есть он сам возражал, получается, против этого, так как считал себя невиновным. Следует отметить, что эти нарушения были доведены до суда неоднократно в ходе главного судебного разбирательства. Более того, уважаемый суд, при квалификации уголовного правонарушения Шаушенова и Достаевой по статье 190, часть 4, пункт 2, совершенное в соучастии в отношении Абильдаева, как ни странно, процессуальное решение о прекращении уголовного преследования вынесено по 189, часть 4, пункт 2. То есть по иному составу преступления, которое у нас вообще отсутствует и никому не вменялось и не рассматривается. То есть у нас дело расследуется по 190, идет к окончанию, да? А орган следствия хочет отсечь от уголовного дела Абильдаева, он должен прекратить это по 190, часть 4, чтобы исключить его роль, да? Они берут по 189 и прекращают. 289, 290 Уголовного процессуального кодекса данное постановление органа следствия не утверждено надзирающим прокурором, на что неоднократно было обращено внимание суда. То есть, уважаемый суд, мы все знаем, да, послание президента, выступление его, что у нас трехзвенная система контроля, да, что все процессуальные решения, постановления о прекращении уголовного преследования, о прекращении уголовных дел, постановления о признании подозреваемого, квалификации, они утверждаются надзирающим прокурором. А у нас в нашем случае орган следствия принимает решение о прекращении уголовного дела в отношении Абильдаева, и прокурор его не согласовывает им. А прокурор должен был согласовывать. А почему прокурор не согласовывал? Потому что антикоррупционная служба это постановление через базу не направляла. Они, скорее всего, в конце уже для чистоты дела вложили в дело и при этом статью забыли. Им надо по 190 было прекращать. Они взяли по 189 и прекратили. И не согласовали с прокурором. Но опять-таки вопрос, вот, когда прокуратура дело в порядке статьи 300 получила, они же должны были увидеть этот ляпсус и отменить это решение, сказать: ребята, как вы без нас это постановление вынесли? Все постановления прекращения согласовываются с прокурором. При этом у нас, уважаемый суд, постановление 289 говорит о том, что у нас все постановления выносят только в отношении подозреваемого о прекращении. У нас Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает прекращение уголовного дела в отношении свидетеля. Нету таких полномочий у следователя. Может, на практике как-то это выносится, но 288 и 289 говорит о том, что прежде чем прекратить, надо его признать подозреваемым формально. Почему? Потому что признание подозреваемого, она же нарушение конституционных прав не влечет у нас. Потом они, когда прекращают его,
оно в базе оно не выходит как нарушение конституционных прав. У нас только нарушение конституционных прав исходит после того, когда квалификация была. А здесь квалификации не было, и они его не признавали подозреваемым, как в отношении свидетеля вынесли решение. Вообще можно его даже, честно сказать, это постановление не выносить. Для чего вынесли, вообще непонятно. Но я так думаю, чтобы суд потом, как говорится, не вынес, может быть, частное постановление для чистоты, что вот есть решение, все, Абильдаев отсечен, все, у суда теперь нет полномочий вмешиваться в деятельность судебного расследования, еще что-либо. Может, для этого они вынесли. Далее, приводя доводы в оправдание Абильдаева о том, что он не причастен к хищению бюджетных денежных средств, прокурор указала, что Абильдаев не имеет никаких познаний в сфере финансов, уважаемый суд. Поэтому он подписывал финансовые документы, не понимая, что бюджетные денежные средства в сумме 700 миллионов тенге 7 траншами, подписанными им самим же, выводятся из горбольницы. По мнению прокурора, Абильдаев не знал, что у горбольницы нет никаких обязательств перед ТО «Карат-СК Курулус». Ему было неинтересно, куда он выводит целых 750 миллионов тенге, так как он якобы некомпетентен в этом вопросе. Уважаемый суд, услышав данные аргументы, сторона защиты задумывается вообще, честно сказать, о требованиях статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса. Неужели прокурор, выступая в суде, не знает эту статью? А в этой статье как раз таки и говорится, что обстоятельства считаются установленными без доказательств, без доказательств, если в рамках надлежащей правовой процедуры не будет доказано обратно, а именно не подлежит доказыванию знание лицом своих служебных и профессиональных обязанностей. 114 статья. То есть, если человек занимает должность, допустим, следователя, нельзя говорить о том, что он не знает свои функциональные обязанности. 114 статья. И здесь не нужно доказывать. Если Абильдаев был назначен главным врачом, у него есть квалификационные требования, где заложены познания именно в финансах. Понимаете? А прокурор говорит, что он не имеет навыков. А как его назначали? Как он прошел квалификационные требования? А именно в квалификационных требованиях главного врача предусмотрено дополнительное образование экономическое. А у нас Абильдаев как раз таки имеет экономическое образование. В квалификационных требованиях должности главного врача предусматривают знание финансовой части горбольницы по ее хозяйственной деятельности, то есть наличие второго образования помимо медицинского. В нашем случае, если бы Абильдаев не имел экономического или финансового образования, то согласно квалификационным требованиям он не был бы назначен главным врачом. В свою очередь, Абильдаев имеет второе высшее экономическое образование, в связи с чем не нужно доказывать в суде, либо в ходе досудебного производства знание лицом своих служебных и профессиональных обязанностей, так как это обстоятельство дело считается установленным без доказательств в силу положения статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Также хочется остановиться на роли Абильдаева и его причастности к организации вывода денежных средств в горбольнице. Орган следствия и надзорное ведомство в целях увода данного должностного лица от предусмотренной законом ответственности умышленно пришли к выводу, что Абильдаев якобы не принимал никакого участия в хищении 58 миллионов 137 тысяч тенге. По придуманной Абильдаевым совместно с органом следствия версии, отмеченное лицо, будучи главным врачом медицинского учреждения, которому было как раз таки вверено в единственном лице пользование и распоряжение денежными средствами предприятия в течение 21-22 годов, якобы 14 раз, уважаемый суд, был обманут Шаушеновой и Достаевой. В результате были похищены 758 миллионов 137 тысяч тенге без его участия. Но при этом денежные средства он все-таки получил по доводам Шаушеновой. Из фантазии органа следствия следует, что Абильдаев был 7 раз обманут при подписании им же 7 фиктивных решений суда к исполнению, которые он отправил к Достаевой. А также был обманут, когда он лично подписал 7 платежных поручений. Итого он, получается, 14 раз его обманули, уважаемый суд. 7 раз с платежками его обманывали, 7 раз, когда получали визу к исполнению. И при этом он никогда не задавался вопросом, откуда эти решения суда, при том, что он работает с самого образования ГКП на ПХВ, городская многопрофильная больница город Тараза, и знает всех своих контрагентов, а также почему такие крупнейшие суммы переводятся без конца из возглавляемого им медучреждения в ТО «Карат-СК Курулус». Однако данный вывод органа следствия и гособвинителя о непричастности Абильдаева полностью опровергается материалом уголовного дела. Но тем не менее Абильдаев, как говорится, вышел из дела как говорится, сухим из воды. Материалом уголовного дела установлено, чтобы похитить денежные средства в особо крупном размере, Абильдаев 7 раз отписал на исполнение главному врачу больницы 7 фиктивных решений гражданского суда, которые прошли через него. При этом, согласно показаниям фигурантов дела, к их появлению он не имеет прямого отношения. Абильдаев лично наложил на каждое решение суда резолюцию на фишку к исполнению
на сумму 67 миллионов 738 155 тысяч тенге, на 89 миллионов 912 тысяч 240 тенге, на 97 миллионов 459 691 тысяч тенге, на 99 миллионов 873 тысячи 913 тенге, на 148 миллионов 852 тысячи 305 тенге и на 139 миллионов 500 тысяч 780 тенге. Наложив резолюцию, поручил доставить исполнить фиктивные судебные акты. Согласно данным решениям суда, у ГКП на ПХВ городская многопрофильная больница города Тарас перед ТО СК КУРУС якобы 7 раз образовала задолженность, и Абильдаев с ней охотно согласился. Далее Абильдаев по придуманной органам следствия версии, будучи ни в чем не осведомленным, еще раз отдельно, при этом лично 7 раз подписал своей подписью 7 платежных поручений. А эти поручения они подписываются как ЭЦП, также и на бумажном носителе. Кроме того, в ходе следствия Шаушенова и Достаева прямо указали на причастность главного врача Абильдаева и подтвердили свои показания и выше приведенные обстоятельства дела о личном исполнении им резолюции на 7 решениях и личном подписании 7 платежных поручений. Без его резолюции на решениях суда, а также без его личного подписания платежных поручений денежные средства невозможно куда-либо перечислить, так как право первой подписи только у Абильдаева. В ходе очной ставки данные лица полностью подтвердили свои показания. Уважаемый суд, а Абильдаев, пользуясь своим правом о даче показаний, отказался. Следует отметить, уважаемый суд, когда вот очная ставка была, я как бы не могу как-то критиковать позицию Абильдаева, но он занял такую позицию, предусмотренную законом, он от дачи показаний отказался. Да? А я ждал именно от него, что он даст показания и приведет к органу следствия неопровержимые доказательства о его непричастности. На очной ставке с кем? С обоими? С обеими, да, с обеими провели, да, все указаны на него, да, он занял такую позицию. А я мне самому было как защитнику послушать, какие он доводы приведет. Допустим, я представлял, он скажет, они подобрали ключ к моим дверям, похитили ЦП, много вариантов можно было. Все, пожалуйста. Его роль, можно сказать, минимальна здесь. Можно его с уверенностью привлекать по халатности. В этом случае, если бы он такие доводы привел, да? Но, отказавшись давать показания, орган следствия, без наличия его показаний, без его защиты, они пришли к выводу, что у него халатность. А каким образом? Вот непонятно. Если бы он привел эти показания, обманули меня там, еще хоть что-либо там, флешку украли, еще что-то, я не знал, что, оказывается, флешка в комете не находится, он доставил с собой ее, носил, еще что-либо. Все, вот он халатность. Не поспоришь здесь никак. Он от дачи показаний отказывается. Вообще, даже я у него здесь выясняю, как ваша флешка оказалась на электронном документе. Он молчит. Вот поэтому вот эта его позиция, она непонятна, она даже в суде. Не давал флешку никому. И акт отсутствует о передаче. Нет, в том плане, что он в очной ставке мог, если он привел такие доводы, то все. Да. Я ждал этого. Ну, как говорится, что имеем, то и веду. Следует отметить, что заинтересованность органа следствия в части увода от ответственности Абильдаева от уголовной ответственности, предусмотренной законом, ярко прослеживалась по хронологии расследования, уважаемый суд. Абильдаев в течение первых 5 месяцев расследования вообще не участвовал в орбите уголовного расследования, уважаемый суд, с момента начала его. Далее, чтобы избежать ответственности, он обратился в орган следствия о проведении в отношении его судебно-психиатрической экспертизы на предмет его невменяемости. Ее проведение было обеспечено. В результате были утеряны драгоценные сроки расследования, а после того, как он был признан обвиняемым, он сразу отказался от точной ставки и дачи показаний в свою защиту. А, уважаемый суд, такой был абсурдный момент у нас в антикоррупционной службе. Он приходит и говорит, я отказываюсь от участия в проведении очной ставки. И следователь соглашается сразу, со мной начинает спорить. Мы открываем уголовно-процессуальный кодекс, и там говорится, что он может только отказаться от дачи показаний, но от участия от следственного действия он не может отказаться. А потом адвокаты согласились, и он просто от дачи показаний отказался. Но он не хотел вообще участвовать в очной ставке, вообще избегал. Я не знаю почему. Если человек невиновен, ты приди прямо ему в глаза в ходе следствия, скажи об этом. Нет, он избегает. Чтобы обеспечить, уважаемый суд, проведение очной ставки, я несколько раз писал ходатайство. Потом в прокуратуру жалобу писал. Они после этого только удовлетворили, но, как оказалось, это формально было. Мне пришлось пойти на прием в антикоррупционную службу, к руководителю службы досудебного расследования и в Генеральную прокуратуру. Я туда написал жалобу. После этого поступили оттуда письма в отношении Абильдаева. После этого только была проведена очная ставка. Здесь этот вопрос не решался. Ни прокуратура не хотели, ни орган следствия. Пока Генеральная прокуратура с центральным аппаратом не вмешались. Ну, им было интересно, почему такая ситуация происходит. Почему они не хотят очную ставку проводить. И все-таки заставили провести.
Даже была отмена прекращения, уважаемый суд, по материалам дела мы исследовали, по поручению Генеральной прокуратуры было отменено постановление по халатности в отношении Бельдаева. Первое Да, да, и ставился вопрос о его привлечении. Да, но получается, следователь возобновляет досудебное расследование, приступает к расследованию, якобы для решения вопроса о привлечении Абельдаева. Но, как мы видим, следственные действия вообще не проводятся. У них возобновление произошло в период ознакомления с делом, уже когда участники ознакомились, они возобновили, но следственные действия с Абельдаевым вообще не проводили. Месяц дела, они нам приостановили даже ознакомление. Шаушенова возмущалась, говорит, я здесь в СИЗО живу, сижу, принесите мне, я буду пока знакомиться. Они говорят, нет, мы возобновили по вашему ходатайству. Получается, месяц они Абельдаева ничего не допрашивают, ничего, а потом опять прекращают. То же самое постановление вынесли. И потом тоже вопрос Генеральной прокуратуре, они тоже, как они свое же поручение потом контролировали. Направили, возобновили просто и опять прекратили. Ну хотя бы там допросить Абельдаева, еще что-либо. Ну, все так как-то у нас было сделано. Следует также, после чего уголовное преследование опять после возобновления, опять в отношении Абельдаева благополучно было прекращено, защищением срока давности, опять без заявления его, без его согласия. И в первом случае без согласия, и второй раз без согласия. А зачем его согласие? Следует также отметить, что допрошенные в суде свидетели показали, что сотрудники... Следует также отметить, уважаемый суд, что у нас имеются факты, где свидетели указали, что сотрудники антикоррупционной службы оказывали на них психологическое воздействие, угрозы и так далее. В частности, уважаемый суд, об этом свидетель Шанауов, Гарипулин, Хайнулаева и Ерназарова. Однако суд, выслушав их данные показания, не поручил прокурору о необходимости провести проверку по данным фактам применения невиновных методов следствия, при том, что сторона защиты обращала внимание суда на данное обстоятельство дела, а в соответствии с требованием нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан о некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам, суд должен был поручить прокурору провести проверку по факту угроз, запугивания, принуждения антикоррупционной службы, дачи показаний свидетелей, так как это влияет на достоверность их показаний. Суд на данное ходатайство стороны защиты, оно было устным, уважаемый суд, о необходимости провести проверку, ответил, что нужно допросить сначала всех свидетелей, может еще кто-то сообщит о применении в отношении них угроз, запугивания, после чего суд уже полностью по всем свидетелям поставит вопрос. Однако после этого этот вопрос был забыт судом, и вопрос о проведении проверки не ставился. А в силу пункта 4 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан о некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам, доказательство признается недопустимым при нарушениях прав человека и гражданина, гарантированных Конституцией Республики Казахстан, установления обстоятельств, указанных в статье 112 Уголовного процессуального кодекса. В силу статьи 112 части 1 Уголовного процессуального кодекса фактические данные должны быть признаны недопустимыми в качестве доказательств, если они получены с нарушением требований настоящего закона, которые путем лишения или стеснения гарантированных законом прав участников процесса или нарушением иных правил уголовного процесса при досудебном расследовании или судебного разбирательства дела повлияли и могли повлиять на достоверность полученных фактических данных, в том числе с применением пыток, насилия, угроз, обмана, а равно иных незаконных действий и жесткого обращения. В этой связи суд, не обеспечив проверку фактам применения угроз, оказания психологического давления, должен исключить из числа доказательств показания свидетелей Шанауова, Гарипулина, Хайнулаева и Ерназарова, поскольку показания ими даны под принуждением. Более того, о фактах угроз, запугивания и так далее в суде сообщила сама подсудимая Шаушенова Света Гимранна. Но суд ее почему-то не услышал, проверка по данному факту также не назначена, при том, что ее показания о недозволенных методах следствия подтверждаются сообщениями свидетелей в суде, которых 4 было, которые также стали жертвами произвола органов уголовного преследования. В соответствии с пунктом 2.4 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан о некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам, судам следует принимать все меры по проверке заявлений сторон о применении незаконных методов следствия дознания при собирании и закреплении доказательств. Истребованные материалы проверки в ходе досудебного производства по делу и данные, полученные в судебном разбирательстве, по этому заявлению суду надлежит исследовать и оценить в их совокупности. При отсутствии материалов дела сведений по результатам проверки заявлений подсудимого других лиц, участвующих в деле о нарушении прав в ходе досудебного расследования, непредставления защитника, принуждения к даче показаний, введения в заблуждение, применения пыток, запугивания и так далее, неоказания медицинской помощи и при невозможности проверить их в полном объеме в судебном заседании суды первой апелляционной инстанции вправе вынести в адрес прокурора постановление о представлении соответствующего заключения с материалом проверки доводов заявлений. При подтверждении применения незаконных методов следствия дознания суды должны признать полученные при этом доказательства недопустимыми. Сведения о фактах нарушения закона сообщаются прокурору в частном постановлении суда для принятия мер к виновным лицам. То есть, раз у нас такая проверка не проведена, я полагаю, что суд соглашается
с доводами стороны свидетелей. 4 свидетеля, то, что их запугивали, угрожали, применяли в отношении них недозволенные методы следствия и с учетом позиции Шаушеновой. Поскольку прокурор по поручению суда такую проверку не проводил, и из заключения, предусмотрено статьей 24 нормативного постановления Верховного суда о некоторых вопросах оценки доказательств, суду не было представлено. Уважаемый суд, напоминаю, что 23 января 2025 года в суде был исследован ответ уполномоченного государственного органа в сфере статистики по уголовным делам в лице управления Комитета по правовой статистике по Жамбылской области от 18 ноября 2024 года о том, что в базе ИС и РДР в формате электронного уголовного дела отсутствует постановление надзирающего прокурора об изменении последовательности. Также, уважаемый суд, в этот же день исследован протокол задержания Шаушеновой в порядке статьи 128-131, из которого следует, что орган уголовного преследования грубо нарушил требования уголовно-процессуального закона, а именно при задержании Шаушеновой ей не разъяснено правила Миранды, а именно статья 131, часть 1 Уголовно-процессуального кодекса, о том, что она освобождена отдавать показания, что все сказанное ей может быть использовано против нее в суде. В этой связи суду подлежит дать правовую оценку допущенного нарушения законности, а также признать факт начала досудебного расследования, сбор доказательств следователями антикоррупционной службы незаконными, поскольку надзирающий прокурор не определил за данным правоохранительным органом последовательность в расследовании чужого уголовного дела, а также признать факт грубейших нарушений закона при задержании Шаушеновой, а именно неразъяснение так называемого правила Миранды. Это является грубейшим нарушением. Уважаемый суд, Шаушеновой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное еще статьей 218 части 1 Уголовного кодекса. Данное уголовное преследование основано, уважаемый суд, лишь на одном заключении ТО «Жена-аудит» от 27 марта 2024 года, согласно которому Шаушенова якобы извлекла доход в сумме 4 миллиона 474 тысячи 496 тенге путем перевода денежных средств с текущего счета КХ «Нуросыл» на его депозитный счет. Однако, уважаемый суд, если внимательно изучить данное заключение, то очевиден факт того, что специалист ТО «Жена-аудит» вывел только сумму вознаграждения за размещение денежных средств на депозите. В свою очередь, данный специалист не исследовал и не выводил сумму денежных средств, которую удержал Нурбанк в качестве банковского вознаграждения, поскольку орган следствия этим вопросом не занимался, и следствие проводилось с обвинительным уклоном. Следует отметить, что 20 февраля 2025 года суду сторон защиты было предоставлено ходатайство на имя антикоррупционной службы с просьбой провести дополнительное исследование, либо допросы работников Нурбанка на предмет установления суммы банковского вознаграждения за использование счета, снятие с него денежных средств субъектами бизнеса, чтобы определить разницу между вознаграждением банка и суммой их услуг. Также суду было предоставлено постановление органа следствия, которым было удовлетворено данное ходатайство в полном объеме. Но следственные действия, уважаемый суд, не были проведены органом следствия, хотя ходатайство было удовлетворено. Согласно статье 99 части 5 Уголовно-процессуального кодекса, ходатайство должно быть удовлетворено, если оно способствует всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, обеспечению прав и законных интересов участников процесса и других лиц. В силу статьи 60 части 3 следователь обязан принимать все меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, осуществлять уголовное преследование лица, в отношении которого собрано достаточно доказательства, указывающие на совершение уголовного правонарушения, путем квалификации деяния подозреваемого, избрания ему в соответствии с настоящим кодексом меры пресечения, составления отчета о завершении досудебного расследования с изложением обстоятельств уголовного правонарушения, описанием собранных доказательств. В силу статьи 24 суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны принимать все меры, предусмотренные законом, для всестороннего, полного, объективного исследования обстоятельств дела и достаточных для правильного его разрешения. Выяснению по делу подлежат обстоятельства как включающие, так и оправдывающие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также смягчающие, отягчающих ответственности наказания. Органам, ведущим уголовный процесс, должны быть проверены все заявления, уважаемый суд, о невиновности или меньшей степени виновности, а также наличие доказательств, оправдывающих подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и так далее. Однако, уважаемый суд, в нарушении требований, приведенных мною статей, орган следствия необходимые следственные действия не провел, что является недопустимым. Поскольку ходатайство было удовлетворено, орган следствия обязан был провести эти следственные действия. Самое главное, прокуратура этого видела. Изучали материал уголовного дела, жалобу писал. Бесполезно. То есть на практике сейчас следователь может, уважаемый суд, хоть что удовлетворить и при этом ничего не проводить. И ничего ему не будет за это. Следует также отметить, что орган следствия не смог опровергнуть доводы Шаушенова о том, что перевод денежных средств с текущего счета компании на депозит имел вполне объективные причины. И Шаушенова не имела какого-либо умысла, направленного на легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Во-первых, уважаемый суд, на снятие денежных средств непосредственно с текущего счета компании имеется суммовой лимит ограничения. У нас у всех есть Каспий, да, Gold. 300 тысяч в месяц
Больше 30 тысяч ты не можешь снять. Если ты будешь снимать, то там идет большое банковское вознаграждение. Во-вторых, имеется процент банковское вознаграждение. При этом с юридических лиц удерживается большая комиссия, чем у физических лиц, если снимать деньги именно с текущего счета. В-третьих, при снятии денежных средств с депозита компании, либо даже с физического лица, без разницы, сразу же снимается вопрос с лимитом, уважаемый суд, по их снятию. Самое главное, чтобы денежные средства на депозите пролежали, как говорится, 14 дней. После этого можно снимать любую сумму. При этом вознаграждение за депозит, хранение на нем денег частично перекрывает банковское вознаграждение в случае их нахождения на депозите. В свою очередь, орган следствия, получив конкретные обстоятельства дела от Шаушенова об истинных причинах перевода ее сына с текущего счета на депозит, в нарушение требований статьи 24 не проверил в установленном законом ее показания, что является недопустимым. А данные доводы можно было легко проверить путем допроса работников банка, что я им и предлагал. Если не хотите делать исследования специально, просто допросите, и вам будет все понятно. Уважаемый суд, я думаю, тогда был Сабуржанов, Алмаз, следователь. Я думаю, ситуация была такова. Он ходатайство это удовлетворил. Скорее всего, он с работниками банка переговорил. И, скорее всего, они это подтвердили устно ему. И ему эти показания не нужны были. Поскольку 218 тогда вот сразу бы отлетело. А им нужно было. У них же гонка за показателем, выявляемость. Вот. Скорее всего, он переговорил, понял, что он действительно такая. А Шаушенова раньше в банке работала, она все эти вещи знает. Да. Тем более, вы знаете, как у нас казус произошел по премиям. Премии они возбудили в отношении же с первого Шаушеновой по факту того, что она незаконно премировала, да? Показали нам заключение Сухоруковой, которая дала выводы, что Шаушенова незаконно премировала, поскольку там на момент премирования у больницы была задолженность, и поэтому, а если имеется задолженность, то нарушение приказов по здравоохранению нельзя премировать. Можно премировать только если есть доходы, в больнице денежные средства находятся в этом случае. И вот они показали, когда заключение Сухоруковой, Шаушенов чуть со стула не упал при мне. Я думаю, что она так себя ведет. И начала объяснять она Алмазу. Подождите, сейчас. И Алмаз, молодец, он внимательно выслушал все. Я ему заявляю сразу же ходатайство. Алмаз, я говорю, привлеки нормального специалиста, любого. Мы поставим вопросы. Здесь вы неправильно вообще, не на том пути вообще стоите. Он согласился, молодец, удовлетворил наше ходатайство, вопросы все принял, он прям за каждый вопрос прям мы ему написали, все, отправил он, пришло заключение в действительности Шаушенова права. Все премии выплачены законно, никакой задолженности у больницы на момент выплат премии не было. Сразу же вопрос снялся по Шаушеновой, все довольны, мы ходим, и здесь Алмаз говорит, а мы сейчас пойдем по другому пути. По какому? Поборы. Я говорю, у вас поборы-то не возбуждены, у вас же в рапорте, что незаконно выплачены. Вы возбуждаете про одно, а расследуете другое. Он говорит, ничего страшного. И так и получилось. Доставил привлекли. Я говорю, ой, бай. Ну, хорошо, мы в стороне остались, я не стал, думаю, здесь свой защитник есть. Но я был в ужасе от этого. Возбудили по вопросу незаконности выплат, вменили поборы. И вот с этой 218 это было уже позже. Когда я ему предложил, говорю, проведи вот это, он уже к руководству сразу уйдет же, Алмаз. У нас в УПК только написано, что следователь у нас независим, все знают про это. И он говорит, руководство говорит, не хочет проводить это. Я говорю, а почему проведите, это же объективность. И он ходатайство сам же удовлетворил меня, свою подпись удовлетворил, все, но не провел. Я потом говорю, что разговаривали с работником банка, наверное, он говорит, без комментариев. И все, они этот вопрос так и оставили. Единственное, что сделал Сабуржанов, он отказался квалифицировать действия Шаушенова по 218. У нас здесь такой прессинг был, он нас вызывал, он квалификацию хотел объявить, все. Я с ним, сказать, мы ругались с ним, да. И он нам не вменил. Я так и улетел в Астану. И Сабуржанов что сделал? Взял, ушел на больничный. Не выходил, наверное, где-то, недели 2-3. Не выходил, дело лежало. И потом дело передали Мухаммед-Кали. Мухаммед Кали это оказался солдат. Ему дали, на, вменяй. Он говорит, а что Сабуржанов не вменил? Это же он должен был все сделать. А вот тот отказался. И вменил нам Мухаммед Кали. Он говорит, преступление, как он выразился, небольшой тяжести, он даже сказал, по-моему, хотя это средней тяжести. Типа нарушение конституционных прав, прекращение. Для нас ничего
не влечет. Это, во-первых. Кроме того, как он сказал, нас прокуратура поддерживает. Все. Я им говорю, вы поднимите судебную практику, предложил приговора, а иначе приговора поднимать. А судебная практика у нас по легализации именно такова по республике. Человек, чтобы ввести денежные средства, которые он получил незаконным путем, чтобы придать им статус законности, он покупает имущество определенное, движимое, недвижимое, другое, потом его продает, потом заново покупает. Вот это и есть легализация. Потом, когда у него спрашивают, откуда деньги, он говорит, а вот я же продал имущество. И это именно эта часть, она заложена в объективную, субъективную сторону рассматриваемого преступления. А здесь у них практики именно по депозитам вообще нету. Они сами взяли это заключение и говорят, а вот у вас 4 миллиона там как будто прибыль, да? Получается у вас легализация. Да, я вот сейчас вот один пример приведу еще, вы только не ругайтесь. А я им говорю, вот смотрите, вот по Достаевой ситуация такая. Она именно на денежные средства, которые получили с горбольницы, покупает квартиры, потом продает. Вот здесь чистейшая легализация. Почему вы здесь не применяете, а у Шаушеновой? Вот следователь говорит, ну это вопрос не ко мне, а к руководству. Понимаете, вот какая несправедливость. У Шаушеновой сразу легализация, а здесь прямые действия, не легализация, понимаете? Я даже обращение по этому поводу написал, прокуратура написала, мы не усматриваем. Ну хорошо, не усматривать, но в законе так прописано. У Шаушеновой вообще объективная, субъективная сторона отсутствует, а ей 218 отменили.